Рауль Джумкович, избирательная кампания по выборам депутатов в Народное собрание республики набирает обороты и обещает быть главным событием в политической жизни нашей страны на ближайшее время. Как и ожидалось, интерес к выборам большой, активность инициативных групп и партий достаточно высока. В целом в этот процесс вовлечено немалое количество людей, что в принципе воспринимается по-разному. Каково ваше отношение к такой активности? Наверное, как и любой политический процесс, выборы в парламент тоже вызывают определенный интерес нашего населения. Мы слышим разные мнения, и эти мнения противоречивы. Кто-то говорит о том, что на эти выборы придет меньшее количество людей. Другие говорят о том, что выборы будут очень острыми и жесткими. Мы слышим и другое, о том, что последнее время, последние годы раскол в обществе реально, мол, существует. Но хочу сделать свое замечание по этому вопросу. Да, действительно, есть определенные жесткие трения в обществе. Но в целом, в самом обществе, в самом народе, как такового раскола нет. Водораздел проходит практически между политическими силами, существующими в Абхазии. Говорят о разности видения построения этого общества, обозначая единую цель. Это так и должно быть. Но я думаю, что звучащие мнения, как и в самом обществе, и зачастую я вижу на телевизионных эфирах мнения многих политических деятелей по поводу этой ситуации, оно не совсем верно. Политические силы должны бороться, и разность программ, разность мнений должна присутствовать. Но есть проблема другая. Сами политические силы внутри не едины. Даже в самих политических организациях существует великое количество мнений в отдельно взятых структурах. И тому свидетельство последние события даже в той же Амсахаре, когда часть старшего поколения этого политического движения говорит о своем видении, о своих намерениях. 5 лет назад вы сами тоже участвовали в избирательной кампании. Если все-таки сравнивать, что-нибудь изменилось, есть ли отличия по накалу, ажиотажу, по политическому противостоянию? Я думаю, что особого различия нет. И тогда было большое количество людей, и тогда было много обещаний, и много не было выполнено теми же кандидатами в депутаты. И в процессе самой предвыборной кампании кандидат должен говорить открыто. Он идет от одного округа, но работать на всю страну и заниматься нормотворческой деятельностью, а не заниматься обустройством того или иного района, города. Хотя и это нужно озвучивать, доводить до исполнительной власти о проблемах населения. Но, к сожалению, та ситуация, которая сегодня складывается, свидетельствует о том, что этот процесс не самый верный и не самый лучший. То есть вы считаете, что такая активность и ажиотаж вокруг выборов в Народное собрание, это может говорить о такой незрелости нашего политического сознания? Говорить о незрелости нашего общества, наверное, не совсем было бы верно, но подходы, которые применяются в этой ситуации, дабы добраться до депутатского места, они не самые лучшие. Я не исключаю, что, придя в парламент, эти люди будут, конечно, работать, заниматься законотворчеством, но мы должны пройти и этот видный этап, изжить эту ситуацию для себя и для страны в целом. Не сомневаюсь, что это придет когда-то. Но в данной ситуации это усложняет процесс выборной кампании. Идет незаметная пока на сегодняшнем этапе работа по противодействию одних другим. И в конечном итоге это не самое лучшее действие. Еще предстоят дебаты, мы увидим качество мыслей,
качество возможностей этих людей и насколько они будут готовы заниматься тем реальным делом, которое требуется от депутатов парламента. За последнее время в средствах массовой информации активно обсуждались две инициативы, связанные с выборами в парламент. Первое – это снятие депутатских льгот, которое вызвало бурное обсуждение в средствах массовой информации. И второе – реформа избирательной системы, предусматривающая выдвижение кандидатов от партий. На ваш взгляд, насколько объективны эти идеи сегодня? Что касается льгот, они существуют. И существуют уже давно. Они были до нас. И я думаю, что это форма возможной независимости депутатов. Но такие же льготы существуют и у других лиц. Такие же повышенные, например, пенсии существуют у военнослужащих, Министерства обороны, Службы государственной безопасности, президента. Тогда нужно ставить вопросы о лишении всех чиновников, всех людей, получающих пенсию. Я думаю, что это не совсем верная позиция. Что касается вообще ситуации, связанной с реформой. Я тоже часто повторял о необходимости проведения радикальных реформ. Но жизнь показывает. Государство наше еще не окрепло. Но из этого не следует, что нужно прекращать движение вперед. Реформы нужны, и те наши предложения, которые были заявлены по части формирования парламента, не были приняты. Мы предлагали возможность увеличения депутатского корпуса до 45, где порядка 23 выбиралось бы по партийным спискам, а остальная группа выбиралась бы депутатов по мажоритарной схеме. Это позволило бы сформировать совершенно другие позиции, другие возможности парламента. Но на тот период как раз-таки депутатский корпус принял для себя решение, что не стоит этого делать, не увеличивать. Та ситуация, которая сегодня сложилась в этом вопросе, я думаю, что не будет препятствием для того, чтобы продолжить эту конституционную реформу. В нынешнем составе парламента это уже не произойдет. Я надеюсь на то, что новый парламент сумеет продолжить эту работу. Без каких-либо так называемых политических привязок к тем или иным личностям или событиям. Говоря о льготах, речь еще и шла о снятии неприкосновенности с депутатов, и прежде всего эти предложения были связаны с громким уголовным делом в отношении депутата парламента. Несколько дней назад кассационная коллегия отменила ранее решение суда, принятое, и отправила дело на новое рассмотрение, что, естественно, вызвало широкий общественный резонанс. Как вы оцениваете эту ситуацию? Начнем с того, что да, действительно, резонанс достаточно большой по части, касающейся всех этих процессов, но неприкосновенность – это не привилегия для депутатов. Это возможность иметь действительно независимый законотворческий орган. То есть парламент должен быть свободен. Но есть другие моменты, о которых мы часто говорили, и сегодня, обсуждая даже ту же тему, связанную с этим судебным процессом, возникает необходимость изменения подходов по вопросам снятия депутатской неприкосновенности. Сама процедура снятия неприкосновенности должна быть совершенно другой. То есть при возбуждении уголовного дела в нынешнем порядке нужно заключение 3 судей Верховного суда, которые потом должны получить дополнительно согласие парламента. После возбуждения уголовного дела, при процедуре дальнейшей работы и возникновения необходимости проведения соответствующих действий, ареста, обыска, опять нужно возвращаться к парламенту и получать согласие. Это усложняет эту схему. Я думаю, что будет достаточным одно действие на первом этапе, снимая неприкосновенность, и на этом дать возможности органам правоохранительным, прокуратуре, суду заниматься в полном объеме данным лицом. Что касается самого этого последнего процесса,
я думаю, что пока преждевременно говорить. Не сомневаюсь, будет определение суда, и после только определения суда мы можем говорить о дальнейшем процессе. Просто я исхожу из другого. Люди, совершившие такого рода преступления, не могут быть на свободе. И все наши действия должны быть связаны с тем, чтобы неотвратимость наказания была бы действенна. А вот что касается разговоров о механизме отзыва депутатов, о так называемом императивном мандате, не считаете ли вы, что это тоже палка о двух концах? Ну, вы знаете, вот в современной истории понятие императивного мандата существует в нескольких только странах. Во всех остальных демократических государствах этого понятия нет. И поэтому возвращаться к прошлому, я думаю, было бы неверно. Понятия наказов в современном этапе нет. Это было в советское время, и в случае невыполнения наказов депутаты отзывались. Хотя, вот я еще раз говорю, в ряде демократических государств есть понятие отзыва, но для депутатов более низкого звена, то есть для местных органов. Рауль Джумгович, пятый созыв парламента Абхазии уже в скором времени войдет в историю. Было, конечно, очень много критики и нареканий, связанных и как с работой парламента в целом, и как с деятельностью отдельных депутатов. Но с другой стороны, именно Народное собрание сыграло не раз ключевую роль в различных политических противостояниях, кризисах, взяв на себя львиную долю ответственности. Вы, как человек, который был частью этого созыва почти половину срока, и уже как глава исполнительной власти, не то что оценить, а на каких моментах вы хотели бы остановить свое внимание касательно работы парламента, что могло бы стать таким посылом и напутствием для уже шестого созыва? Вы знаете, часто я слышу критику в адрес наших депутатов и в целом всего депутатского корпуса. Мол, неких недоработках, о тех проблемах, которые существуют. Да, действительно есть. А где все идеально? Но есть вопросы, которые, конечно, и депутатам следовало бы глубоко изучать, принимать решения, которые воспринимались бы обществом совершенно по-другому. Это вопросы приватизации, это вопросы земли. И здесь надо просто очень честно и открыто говорить об этих процессах. Те объемы работ, которые были сделаны этим созывом, они не маленькие. Процесс формирования депутатского корпуса, он должен быть очень ответственным. От этого зависит и качество самого парламента. Но в этом львиная доля ответственности и нашего народа. Народ должен выбирать депутатов не по родственным и не по финансовым возможностям, и не по тем обещаниям, которые даются, а именно смотря на то, насколько человек готов, насколько он понимает, зачем он идет в парламент. И, конечно, это патриотические качества человека, который не сдаст во имя каких-то меркантильных моментов свою страну, не примет тех законов, которые идут вразрез интересов нашего общества. Вполне возможно, что тема перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти будет вновь актуальной и в шестом созыве. А ваша позиция на сей счет? Я думаю, что меня правильно поймут. Я не собираюсь узурпировать власть как глава государства. Важно то, чтобы мы так распределили бы эти полномочия, чтобы мера ответственности каждой стороны была достаточно высокой. И формирование, предположим, того же кабинета министров, даже в нынешних условиях, если мы не строим по принципу партийных этих схем, то это не говорит о том, что парламент не должен влиять на процессы работы исполнительной власти. Давайте говорить, давайте решать эти задачи так, чтобы была возможность как раз-таки эти темы были бы открыты, обсуждаемы. Мера ответственности каждого того, кто приходит
в исполнительную власть перед парламентом была бы достаточно высокой. Хотелось бы, чтобы и в процессе дальнейшей работы были бы возможности и совершенно другого порядка. Мы когда-то, будучи в оппозиции, говорили о руководящих лицах в той или иной сфере. Вот сегодня в прокуратуре, исходя из тех соглашений, которые мы приняли в результате вот этих сложных процессов, практически человек, которого представила оппозиция. Но и он сам об этом говорил. Кто бы ни был прокурором, кто бы ни был тем или иным лицом, представленным от оппозиции, это не означает, что он должен приходить и заниматься защитой интересов от той стороны, от которого он представлен. Он должен выполнять те обязанности, возложенные на него Конституцией, законами. И тогда, я больше чем уверен, и авторитет самой оппозиции, которая представила, предположим, это лицо, будет возрастать. Все будут практически нацелены на то, чтобы страна состоялась. Вопросы судебной реформы – это тоже шаг к тому, чтобы страна была совершенно другой. Процесс не останавливался. Да, он трудно, как говорится, реализуется, дается непросто, но в конечном итоге без этого, я думаю, государство не сможет. Ну и в заключение, Рауль Джункович, что бы вы хотели сказать, обращаясь как к избирателям, так и к кандидатам в депутаты Народного собрания республики? Самое главное, чтобы этот процесс прошел спокойно, без напряжения, чтобы не было грязи. Работа должна быть нацелена на создание, еще раз говорю, условий, чтобы государство окрепло. Борьба, она будет, она не прекратится, независимо от того, мы сегодня во власти или придут другие, но борьба должна быть сопрягаемой с интересами нашего общества, нашего народа. И самое важное, что мы должны сохранить свою страну. Как бы кто бы ни пытался воздействовать на нас, положив тысячи своих ребят и сделав немалое за этот период времени, отдавать на откуп свою страну, было бы просто смертельно опасно. Поэтому я хотел бы, чтобы и депутаты парламента понимали бы все, те, кто сегодня нацелены на то, чтобы стать реально людьми, готовыми защищать интересы нашей страны, понимали бы эти задачи. Спасибо за интервью и за эксклюзив.